Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости, участники группы Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Мы вновь продолжаем нашу серию встреч, на которой мы разбираем проблемы наркомании и зависимости. Сегодня у нас в гостях бывший зависимый Кардапольцев Дмитрий Григорьевич, который расскажет нам очень много подробностей и много той информации, которую следует вам знать о проблеме наркомании. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Вот вы не скрываете, что в прошлом, да, вы были зависимы от наркотиков, были причастны к проблеме наркомании. Можете рассказать, как же это у вас началось, как началась эта зависимость? Да, конечно, я готов поделиться. Ну, во-первых, время было такое, 90-е годы, это, значит, и ценности были они такие, что в школе это воспитывалось, какое-то лидерство в компании должно было быть, были группировки, вот это. Ну и было престижным быть участником какой-либо группировки, то есть образ жизни был не совсем, скажем так, законный. Да и тогда время было смутное, что законно, что незаконно, не каждый до конца и понимал, если сказать честно. Вот. Ну а как это приходило в мою жизнь? Ну, наверное, шаг за шагом. Сначала сигаретка, потом рюмка водки, ну там пиво, что-то еще такое незначительное. Потом косячок покурить. Ну и вот дальше больше. И вот уже на протяжении 21 год, вернее, как я был зависимым, на сегодняшний день уже 4 года, как я вне всякой проблемы. То есть я не склонен к табаку, ни к алкоголю, ни к наркотикам. От всего этого на сегодняшний день свободен. Ну вот, а что еще не хватало? Ну, наверное, внимания не хватало от родителей. Папы у меня не было. Был, конечно, отчим, но все равно не хватало какой-то заботы отцовской, внимания, может быть. То есть, ну, духовного какого-то воспитания тоже очень не хватало, скажу я вам. Ну и время тогда, может быть, было такое, что не очень оно и как-то давалось. Сегодня, слава богу, это все более доступно для каждого. Ну вот. Хорошо, вот вы сказали, что 21 год вы находились лицом к лицу с этой проблемой. Так как же вы поняли, что нужно искать выход, и какой выход вы пытались сами найти из этой сложившейся ситуации? Ну, конечно, сначала это все было как-то легко, как-то так хорошо, все это нравилось, но потом, конечно же, это нужно где-то доставать, это нужно как-то добывать, то есть это, во-первых, не совсем законно, это надо скрываться от закона, ну то есть это надо скрываться от родителей тоже, все равно от общества скрываться, правда же? Нужно иметь средства на наркотики, и немалые средства, то есть опять же это где-то нужно, чтобы их быстро добыть, нужно где-то нарушить закон. То есть вот все эти вещи, они так или иначе каким-то таким тяжким грузом ложатся на твои плечи. И когда ты понимаешь, что тебе уже тащить этот груз становится невыносимо, ты начинаешь искать возможность, как его скинуть со своих плеч. И я неоднократно пытался как-то это своими силами добиться этого. То есть на какое-то время я останавливался, то есть прилагал все возможные усилия, но рано или поздно спотыкался и все начиналось по новой. 4 раза я отбывал наказание в местах лишения свободы. То есть, когда освобождался, ну, более-менее какое-то первое время я держал себя в руках. Но так или иначе, все равно оно все возвращалось на свои круги. И вот и мне в какой-то момент уже просто показалось, что, ну, такова моя судьба, и выхода для меня просто нету. Что вот он мой такой путь. Вот для меня так определено, и никуда от этого не денешься. Я уже смирился с тем, что я, ну как сказать, ломоть отрезанный, да, вот. То есть от меня уже отказались, можно сказать, родные. Ну, понятно, что они меня любили, жалели, но уже, может быть, кто-то поставил крест на меня. Вот такая была ситуация, и я уже с этим смирился, и я уже, ну вот, когда-то в какой-то момент уже это так стало невыносимо, что я просто, ну думаю, ну что, ну посадили бы меня снова. Или бы меня уже убили. Вот я искал, я просто был готов, я был рад смерти. Я не знаю, мне не хватало, может быть, смелости самому со своей жизнью что-то сделать, то есть прервать ее. Может быть, еще какие-то причины. Но вот
я искал, я думаю, ну хотя бы посадили, хоть на какое-то время я освобожусь, я буду более-менее первое время на ногах стоять. Либо думаю, хоть бы уже убили, но чтобы все, я просто хотел, чтобы это прекратилось. Настолько это все уже просто, оно меня вымотало, настолько это было все невыносимым. И вот. Ну а что же тогда помогло вам найти правильный путь из этой сложившейся ситуации, что вас сподвигло завязать и перестать употреблять наркотики? Вы знаете, вот в тот момент, когда я уже вот был готов и на смерть, и на тюрьму, вот я просто сказал, я всегда понимал в глубине души, что есть Бог, что ну не может это все быть просто так, что это есть этому всему Творец. И вот просто я вот, ну, взвыл, воззвал, я не знаю, как это сказать, но в сердце своем я вот так сказал, вот Бог, если ты есть, сделай что-то с моей жизнью. И вы не поверите, вот буквально вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что вот кто-то сверху своей рукой начал расставлять все на свои места в моей жизни. И я прямо понимаю, что через месяц Бог меня привел туда, в этот реабилитационный центр, где я прошел реабилитацию с первого раза. Хотя поначалу мне многие вещи были непонятны. Ну не знаю, что в принципе-то особо делать-то ничего не надо, это читать Библию, да, молиться. Вот, понимаете, но сегодня я благодарен, что я не понимаю даже этого, я принял эту свою жизнь. И вот я вот сегодня получил эту свободу. Свободу от алкоголя, повторюсь, от наркотиков, от табака. То есть, ну, от многих других вещей, от сквернословия. То есть я вообще не употребляю мат в своей лексике. То есть, ну, вот такие вещи. Ну, это действительно очень достойно, что вы смогли прийти к какому-то решению и наладить все в своей жизни. Это заслуживает уважения, действительно. Ну и что ж, Дмитрий, лично от вас, вот как от человека, который был в зависимости и смог исправить свою ситуацию, можете дать какой-то совет, что можно все-таки предпринять и как выйти из этой проблемы? Поделитесь, пожалуйста. Какой-то совет буквально вот в паре слов. Ну, мне помогла конкретно вот организация «Новой жизни», реабилитационный центр. То есть реабилитационный центр, чья программа не построена, допустим, на трудотерапии или что-то, а именно на духовных вещах. То есть и в первую очередь должно быть внутреннее желание. То есть, а когда составлена программа, грамотно составлена людьми, которые с этой проблемой работают долгое время, то есть эта программа, она действительно работает, она помогает и социально адаптироваться человеку, то есть помогает просто, ну, избавиться от многих вещей, помогает приобрести новые ценности взамен старых. То есть, и вот я бы советовал в первую очередь понять, что кем бы ты сегодня себя не чувствовал, как бы ты не казался себе, что все, ты разбит, что твоя жизнь прошла зря. Это не так. Это не так. Есть выход, выход на небесах, и Господь может вывести из любой ситуации. Вот. Да, большое спасибо мои слова. За такие искренние слова, за такой совет. Что ж, друзья, вот еще раз, можно сказать, личным примером нам Дмитрий доказал, что нет безвыходных ситуаций, всегда можно к чему-то прийти и решить любую проблему, в том числе проблему наркомании. Дмитрий, мы вам еще раз говорим большое спасибо, что пришли к нам в гости сегодня. Ну и спасибо вам, друзья, что до сих пор остаетесь с нами, смотрите наши серии встреч. Впереди у нас еще много очень интересных вещей. Хочется сказать только будьте здоровы, берегите себя и всего доброго.